Уже практически экватор объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым Года культуры. Много значимых и интересных проектов уже прошло, и многие еще впереди. Радует, что благодаря таким акциям в нашу республику приезжают интереснейшие люди. Например, только-только завершилась «Алая лента». Одной из приглашенных именитых гостей стала журналист, куратор всероссийских интернет-проектов по чтению Фёкла Толстая. Мне очень Марушка понравилась. Марушка классная ягода вообще. Очень вкусно. Праправнучка Льва Толстого, наверное, не могла не связать свою жизнь с литературой. За ее плечами филфак МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. Последние несколько лет она работает в Государственном музее Толстого и занимается интернет-проектами по чтению. Потому что, говорит Фёкла, читать книги гораздо увлекательнее, чем смотреть кино или телевизионные программы. А если вы читаете книжку с удовольствием, то это невероятное кино с бюджетом миллиардным, потому что оно происходит в вашей голове. И там возможно все. И это кино только для вас. Если вы это делаете с удовольствием. Если вас это мучит, ну, наверное, нет. Мне кажется, что надо просто найти те книжки, которые вам интересны. То есть это разница между как бы вот таким более... Ну, не то, что кино. Ну, телевидение точно, абсолютно. Я уверена, что это очень пассивное такое потребление всего. И поэтому люди очень часто скучают перед телевизором, потому что ты внутренне спишь. Тебе какие картинки не крути, они твоей души не трогают. А если ты вовлечен в то, что происходит, если ты внутренне, душа твоя работает активно, тогда все гораздо интереснее. Это точно как в любви, понимаете? Фёкла Толстая известна не только как журналист. При ее участии вышло мобильное приложение «Живые страницы», которое представляет произведения русской классики, а теперь и современной литературы. Она автор и продюсер марафонов онлайн-чтения. Вот один из них – Анна Каренина «Живое издание». Алексей изо всех полковых товарищей никого так не любит, как вас. Очень рад, сказал Яшин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Читать художественную литературу удается редко, признается Фёкла Толстая. Все время поглощают тексты, связанные с профессиональной деятельностью. Хотя сегодня в русской литературе очень много ярких авторов. А чему же учит литература? И может ли она чему-то научить? Я надеюсь, что может литература научить. Вообще, как и искусство, и культура, а иначе, ну, собственно, культура, она для этого как-то и... И то, чтобы придумано, существует. Мне кажется, литература может научить думать, внимательно смотреть на себя, на других людей, на то, что происходит, выбирать свой путь. Когда говорилось в советское время, да, что литература – учебник жизни, ну, в общем, конечно, в этом есть правда. Потому что, ну, это же самое главное – как мы общаемся с другими людьми, для чего мы живем, в чем смысл нашей жизни. И я никак не умаляю физики и математики, но все-таки более практически об этом написано на страницах художественных текстов, художественной литературы.